Замила, все-таки вот этот открытый чемпионат по боевому самому Дагестана, я знаю, что это организаторы ваши все. А вы что можете сказать вчерашний, сегодняшний по турниру? Чемпионат Дагестана, открытый чемпионат Дагестана, второй открытый чемпионат Дагестана на призе Герой России Магомедова Адильгерия Магомедовича. Вот есть представители Казахстана, Таджикистана, Ставропольского края. Более 130 спортсменов собрались на этом турнире. Есть мастера спорта, есть чемпионы мира по разным версиям, есть кубки, обладатели кубка России неоднократно, есть обладатели кубка суперкубка мира. Очень хорошие титулованные спортсмены. И еще два человека, наши Алиев Султан и Гасанханов, Руслан, поехали на подготовку к чемпионату мира, который будет проводиться 21-23 ноября в город Токио, город Япония. А так вчера прошли 5 весовых категорий, в 2 весовых категориях 52-62. Выиграли спортсмены, вот как раз заслуженный мастер Гасанхан Руслан, его ученики выиграли. А в 3 весовых категориях 74, 90 и свыше 100 выиграли спортсмены Булатова Гаджимурата. Замила, вот многие интересуются и меня спрашивают, разница между спортивным самбо и боевой самбо какой? Разница между спортивным самбо и боевым самбо, боевой самбо различается болевые приемы со стойки и в партере. А в самбо со стойки не различается. А есть еще удушающий прием здесь. По боевому самбо различается сделать удушающие приемы также и в партере, и в стойке. Есть удары головой, удары в пах различаются здесь. Здесь все фактически, кроме затылочной части до копчика, здесь разрешены все возможности, все удары. Единственное, еще со стойки бить нельзя как лежачего спортсмена. Еще один вопрос. Вот победители куда поедут? Победители этих соревнований будут поехать на Северокавказский федеральный округ. Оттуда отбор на чемпионат России, далее чемпионат мира и Европы. Удачи вам! Спасибо большое, вам тоже удачи. Дай Аллах, чтобы у вас семья радовала вас. Спасибо. Салим, мне все-таки очень приятно бывает вас видеть в таких турнирах, соревнованиях, Алиевском и везде. Как вы успеваете? Скажите, пожалуйста. Успевать, конечно, мы обязаны чтить память наших старших героев и достойных представителей нашего района, республики. Сегодня чествование нашего знаменитого героя России Адильгерия Магомедова. И вот такие праздники, они, конечно, радуют. Она объединяет спорт всегда, единство. Она развивает спорт, объединяет народ, молодежь. И единственное, такие мероприятия мы должны, конечно, поддерживать и быть всегда рядом с молодым поколением, чтобы их направить и поддержать во всех отношениях. Сегодня я от души поздравляю всех участников мероприятия в честь нашего героя Адильгерия Магомедова. Желаю спортсменам успехов, спортивных побед и организаторам благодарность от всех гунипцев. Еще один маленький политический вопрос. Недавно вот ГТРК показывали там в Ахтах вас, что это побратимость Ахты и Селенечок. Как вам это удалось? Ну, это тоже вопрос касается об единстве. Наш президент республики Рамзан Гаджимурадович дал направление на развитие и возрождение республики. Но в этом и есть единство. А единство без побратимости, она невозможна. Поэтому мы решили по том советам, по тем направлениям, которые дал президент республики, найти таких сел, как
едины и мыслями, и генетически, и культурным центром. Единственное, Ахты является культурным центром, всегда было культурным центром Южного Дагестана. Ачох, она всегда признана культурным центром Горного Дагестана. Поэтому мы решили объединиться и быть побратимами, и на этом фоне показать пример самой республики. Без единства, без побратимости, единства и возрождения Дагестана не может быть. Поэтому не разделяя ни нации, ни людей, мы решили быть побратимами, как говорится, с национальными лезгинами и аварцами. То есть и дальше мы будем еще дальше и с другими нациями развивать, и такими же темпами идти, и поднимать единство, и развивать, и возрождать Дагестан. Удачи вам! Спасибо большое. Казым Магомед, вы легенда дзюдо и самбо по ветеранам. Наверное, в мире нету 20-кратного чемпиона. Скажите, пожалуйста, по поводу сегодняшнего этого. Это уже второй турнир, мы проводим память нашего знаменитого героя России Адильгерея. Проходит на высоком уровне. Вы, наверное, вчера очень интересные бои были, тяжелые весы, 90 килограмм, где машины Адильгерея, там очень интересно было. И сегодня тоже, я думаю, будет интересный бой. 82, 100, 57, 68. Турнир, на время она станет международным турниром. Каждый год она лучше становится. Вы сейчас сам где тренируетесь, куда готовы? Я готов, ездил, сейчас в Грецию, выиграл 20-й раз в мире. Тренируюсь в Спартаке команду, вы знаете, там школа у нас, самбо, туда. В следующем году у нас будет Израиль, и мир будет самбо Израиля, а по дзюдо будет Турция. Удачи вам! Спасибо. Курамагомед, как барселоннику такой вопрос, как проходит открытый чемпионат по боевым самбо памяти нашего героя России, генерал-лейтенанта Абдулгерей Магомедович? На самом деле, вот уже второй день проходит в нашем зале турнир по боевому самбо чемпионата Дагестана. Турнир очень хороший, зрелищный, очень много ребят есть, которые чемпионы России, Европы, мира, и ребята участвуют. Огромные гостей, схватки проходят. Кто на высшем уровне, много гостей, много друзей. И я думаю, этот турнир имеет большое будущее. В следующем году уже она более международных стандартов, чтобы она была. Для этого все условия есть, спортзалы есть, люди есть, организаторы есть. Всем огромное спасибо тем людям, которые организовали столько хороших призов. Вчера было хорошее зрелище, выиграли. Автомашина Приора с тяжелого веса разыгрывали. Много хороших призов. Так что всем организаторам, всем тем людям, которые приложили этому турниру, огромное вам спасибо всем тем людям, которые помогают, которые поддерживают, развивают спорт в нашей республике. Вам тоже удачи! Спасибо. Мурат, я горд и рад, что вы все время бываете на таких соревнованиях. Я вас видел, где Алиевский турнир. Вот где единоборство, вы всегда бываете. Вот это очень приятно мне бывает. Ну что по поводу сегодняшнего вот этого открытого чемпионата вы можете сказать? Как спортсмен, просто болельщик, и уважаю все виды спорта. Нет тут легких. Везде надо, как говорится, вкладывать и жертвовать и многим, чтобы добиться хороших результатов. Этот турнир уже второй раз проходит в памяти героя России, бывшего министра внутренних дел Адильгерея Магомедтагирова. Действительно, из года в год он на хорошем уровне, и призы лучше, денежные премии выше намного. Плюс вчера было в абсолютно весовой категории автомобиль вручен победителю. Как раз, по-моему, выиграл представитель МВД Дагестана Агаев Магомедбак, с чем его можно поздравить. Большую работу сделало Министерство спорта в лице министра и его зама. Здесь были представители. Очень хорошо организован турнир. И действительно потянулись очень достойные, сильные ребята, именно представители боевого самбо. А в данный момент самбо вы чем занимаетесь?
Ну, мы развиваем свой вид спорта. У нас тоже есть определенные мероприятия. Сейчас небольшой перерыв. Вот как бы изыскал время, пришел поддержать этот турнир. Есть знакомые ребята, которые выступают здесь. Поэтому болею, как говорится, переживаю за своих и за достойные бои. Удачи вам! Спасибо вам тоже. По поводу сегодняшнего открытого чемпионата Дагестана памяти видавшего нашего генерал-лейтенанта Адылгерия Магомедтагирова, что вы можете сказать? Я могу сказать, что Адылгерия Магомедовича мы знаем. В 80-х году шли вместе милиционерами, вместе начинали с милиционерами, да? Потом наши пути разошлись. Я уехал учиться в Брянск, Адылгерия уехал в Минск, и встретились в Махачкале, работали по разным службам. И 2001 года мы каждый день бок о бок работали с Адылгерием Магомедовичем. Вот то, что сегодня и вчера проходит турнир, это выдающий человек, это мужчина, это патриот России, патриот Дагестана, патриот своего села. Вот такие турниры памяти, как Адылгерий Магомедович, которые мы проводим в преддверии Дня полиции, милиции. Сейчас, раньше было милиции, день милиции, а сейчас день правоохранительного органа, день полиции. Да. Вот такие турниры, значит, Дагестан еще был больше. Еще мы вот таких людей, как Адылгерий Магомедович, не забывали. Вот таких достойных сынов у нас очень много. И у меня еще просьбу всем дагестанцам, чтобы мы, когда они живые, их надо когда живых уважать. А чтобы вот такие турниры у нас были, когда они еще живые. И я хочу пожелать всем участникам здоровья, победы всем, чтобы вот такие турниры было побольше. Удачи вам! Спасибо. Магомед Даг, поздравляю успешным выступлением на открытом чемпионате Дагестана по боевому самбо. По тяжелому весу. Трудно было драться? Да, очень бои были тяжелые. Ну, финальный бой вообще получился очень сложным. И первые 3-4 минуты я, можно сказать, проигрывал бой. Но потом в конце собрался и вырвал победу болевым. А выступаете за какую команду? За команду МВД. Вот. А тренер у меня Али Магомедов Расул и Булатов Хаджимурат. А после этого куда думается идти выступать, я имею в виду к России? Скоро после у меня Кубок мира намечается по боевому самбо и чемпионат России. Еще хотел поблагодарить организацию, очень хорошую организацию турнира. Спасибо большое. Спасибо родственникам, братьям Адылгерия Магомедтагирова за такой приз, за первое место. Очень приятно было получить такой приз. Спасибо большое. И спасибо за организацию такого хорошего турнира. Вот. Мне очень понравилось. Удачи вам! Спасибо, и вам тоже. Как главному судье соревнований, как судейство проходит? Судейство проходит уже на хорошем уровне. 6 человек соревнования были сняты. И вопрос вроде бы как с волных моментов стало. Все назначены были сфотографированы вместе с паспортом. Ни одной подделки не пропустили. Дисквалифицировали 6 человек спортсменов во время соревнований. А все-таки как тренеру Абдуманап, вопрос тоже такой. Ваши выступают свои ученики? Да, выступают у меня ученики. Вчера заняли 2 вторых, 2 третьих места. А после этого эти ребята куда поедут? После этого я вот такой вопрос. Идет открытый чемпионат Дагестана. После этого чемпионата будет СКФО с выходом на чемпионат России. Удачи! Спасибо. Слушай. Сегодня второй день чемпионата Дагестана по боевому самбо, посвященный, значит, памяти Героя России, генерал-лейтенанта милиции Адылгерия Магомедовича. Хочу, значит, выразить благодарность, значит, Министерству спорта, Министерству внутренних дел, администрации Кунецкого района, Общественный фонд Гуниев. Также хочу, значит, поблагодарить всех
участников соревнований, значит, всех тот, кто спонсорам, значит, всем участникам, кто помог, значит, провести это соревнование. Также хочу выразить благодарность спорткомплексу имени Курана Магомедова. Также хочу выразить благодарность, значит, всем техническим работникам, кто помог провести это соревнование. Я думаю, что соревнование у нас прошло на высшем уровне. Удачи вам! Спасибо. Сейчас идет бой. Так. Здесь ничейное положение, подняли стойку. Здесь идет ударная техника и борцовская техника. Удары, броски, удушающие, болевые. Так, борец в красной куртке провел действие рецептивное, активность. Поставил соперника на колени. Если сам остается в стойке, дается активность. Надо или переходить на удержание, на болевой, на удушающий. Или наносить удары. Так. Борец в красной куртке проводит бросок. Оценивает плечо. Эти оценки, здесь действий оценочных не было. Просто была перехват и борьба в партере. Ну, идет обмен ударами. Осталось 15 секунд. Борец в красной куртке провел техническое действие. Бросок подхватом изнутри. Бросок оценивается 4 балла. Счетом 6-0 победу одержал борец в красной куртке. Насруддинов, по-моему. Идет финальная встреча, веса 68 килограмм. Здесь дали замечание борцу в синей куртке за неправильный удар. Со стойки нельзя наносить, когда человек находится в положении партера. Борцу красной куртки дали балл, потому что его сопернику дали первое предупреждение. Дает за это предупреждение. Не уходи, да?
Если соперник уходит с ковра, он получает предупреждение. Его противник получает балл. Сейчас у обоих по одному предупреждению и по одному баллу оценочному. А здесь как? Оценка? Сейчас здесь спорное, я не все сразу заметил. Здесь один проводил прием. Красный проводил. Красный. Проводил, ну там движение, сейчас посмотрим. Произошла атака борца в красной куртке. И он провел прием, накрыл на спину. Бросок оценивается 4 балла. Бросок синей куртки сам хотел провести прогиб, бросок прогибом, но борец красной куртки накрыл его. Этот бросок оценивается 2 балла. 2 балла борцу с синей куртки. Идет удушающий прием. Марат, не спеши, еще раз, спокойно. Время есть, спокойно, холодный. Давай! Это оценка балл. Борец красной куртки получает оценку. Осталось мало. Оба бабай. Бросок на таз. 4 балла. 4 балла. Эй, Марат, Марат, Марат. Оценивается 4 балла. Все. Идет борьба в партере. Борец в синей куртки Магомедов Марат наносит удары и выигрывает эту встречу со счетом 7-6. Награждение производят Магомедов Магомед Рамазанович и Ахмадов Мурат Самаудинович. Друг мой. На чемпионате Республики Дагестан в финальной встрече 82 килограмм борются Ибрагимов Ахмед и Алихан Абусубян. Ибрагим Ахмед это чемпион, победитель первенства России 2012 года. Алихан Абусубян обладатель Суперкубка мира 2013 года, второй серебряный призер Кубка мира 2012 года и бронзовый призер чемпионата России 2014 года. Чьи ученики? Ибрагимов ученик Булатова Хаджимурада, Алихан Абусубян под руководством Газанхана Зайнулова и Газанхана Руслана работает. Еще его подготавливает Магомедалиев Расул. По боям без правил Магомедалиев Расул готов. Оба мастера спорта России. Сейчас счет баллов 3-0 в пользу синей куртки. Идет разведка боя в данный момент. Хваского района, село Солода. А борец красной куртки уроженец Теларатинского района.
Вот опять третий выход. Третий выход наказывается двумя, вот так, снятием с ковра, Борцы. Это уже победа. Да, победа, да. Чемпион Дагестана Алихан Абусуфьян. Поздравляю. Спасибо огромное. Спасибо. Аслан Халова. Спасибо. Спасибо. Абу Суфьян, как тяжело было драться, да? Ну, конечно, чемпион Дагестана легко не бывает. Так было, да. А в финале, который вот это, за что остановили это бой? Ну, в финале он был дзюдоист, он хорошо боролся, поэтому пришлось в ударной технике поработать. Он слишком много выходил за ковер, и поэтому за многочисленные замечания он был дисквалифицирован. Удачи вам. Спасибо. Весовая категория 100 килограмм. В красной куртке Амаров Курбан представляет клуб «Горец». Он неоднократный чемпион России, мира по К1. Его тренирует мастер спорта международного класса Аливатиров Шамиль. Поясные куртки Баширов Гаджибурат. Он представляет город Махачкала, спортивный клуб имени Али Алиева. Его тренирует Гасанханов Зайнуллов и Баширов Хаджи Мурат, помимо боевой самбо, занимается еще борьбой дзюдо. У него также есть результаты. Он чемпион СКФО по молодежи и призер СКФО по взрослым. Он уроженец Ботлийского района, селения Ансалта. Борец в синей куртке произвел выход с ковра. Во время атаки красной куртки и за это получает замечание. Но бросать надо ему, конечно, ему надо бросать. Это ударник, ему надо бросать. Амаров акцентируется на ударе, а Баширов на борьбу. Вот так. Нет, не получился. Красот. Запрещенный прием. Удар со стойки лежачего соперника здесь наказывается предупреждением, за что получает борец в синей куртке очередной балл. Счет борца красной куртки должны снимать с схватки, потому что второй удар со стойки снимается с ковра. Не. Снимается. Останови. Это причитается. Баширов становится чемпионом Дагестана в весе 100 килограмм. По боевому самбо чемпионат Дагестана. Турнир очень хороший, зрелищный, очень много ребят есть, которые чемпионы России, Европы, мира, и ребята участвуют. Огромные красивые схватки проходят. Кто на высшем уровне, много гостей, много друзей. И я думаю, этот турнир имеет большое будущее.
в следующем году уже она более международная, чтобы она была. Для этого все условия есть, спортзалы есть, люди есть, организаторы есть. Всем огромное спасибо тем людям, которые организовали столько хороших призов. Вчера было хорошее зрелище, выиграли. Автомашина Приора с тяжелого места разыгрывали. Много хороших призов. Так что всем организаторам, всем тем людям, которые приложили этому турниру, огромное вам спасибо всем тем людям, которые помогают, которые поддерживают, развивают спорт в нашей республике. Вам тоже удачи. Спасибо. Мурат, я горд и рад, что вы все время бываете на таких соревнованиях. Я вас видел, где Алиалевский турнир. Вот где единоборство, вы всегда бываете. Вот это очень приятно мне бывает. Ну что по поводу сегодняшнего вот этого открытого чемпионата вы можете сказать? Как спортсмен, просто болельщик, и уважаю все виды спорта. Нет тут легких. Везде надо, как говорится, вкладывать и жертвовать многим, чтобы добиться хороших результатов. Этот турнир уже второй раз проходит в памяти героя России, бывшего министра внутренних дел Адильгерея Магомедтагирова. Действительно, из года в год он на хорошем уровне. И призы лучше, денежные премии выше намного. Плюс вчера было в абсолютно весовой категории автомобиль вручен победителю. Как раз, по-моему, выиграл представитель МВД Дагестана Агаев Магомедбак, с чем его можно поздравить. Большую работу сделало Министерство спорта в лице министра и его зама. Здесь были представители. Очень хорошо организован турнир. И действительно потянулись очень достойные, сильные ребята, именно представители боевого самбо. А в данный момент сам вы чем занимаетесь? Ну, мы развиваем свой вид спорта. У нас тоже есть определенные мероприятия. Сейчас небольшой перерыв. Вот как бы изыскал время, пришел поддержать этот турнир. Есть знакомые ребята, которые выступают здесь. Поэтому болею, как говорится, переживаю за своих и за достойные бои. Удачи вам! Спасибо вам тоже. По поводу сегодняшнего открытого чемпионата Дагестана памяти выдающего нашего генерал-лейтенанта Адильгерея Магомедтагирова, что вы можете сказать? Я могу сказать, что Адильгерея Магомедовича мы знаем. В 80-х году шли вместе милиционерами, вместе начинали с милиционерами, да? Потом наши пути разошлись. Я уехал учиться в Брянск, Адильгерей уехал в Минск, и встретились в Махачкале, работали по разным службам. И 2001 года мы каждый день бок о бок работали с Адильгереем Магомедовичем. Вот то, что сегодня и вчера проходит турнир, это выдающий человек, это мужчина, это патриот России, патриот Дагестана, патриот своего села. Вот такие турниры памяти, как Адильгерей Магомедович, которые мы проводим в преддверии Дня полиции, милиции. Сейчас, раньше было милиции, день милиции, а сейчас день правоохранительных органов, день полиции. Да. Вот такие турниры, значит, Дагестан еще был больше. Еще мы вот таких людей, как Адильгерей Магомедович, не забывали. Вот таких достойных сынов у нас очень много. И у меня еще просьбу всем дагестанцам, чтобы мы, когда они живые, их надо когда живых уважать. А чтобы вот такие турниры у нас были, когда они еще живые. И я хочу пожелать всем участникам здоровья, победы всем, чтобы вот такие турниры было побольше. Удачи вам! Спасибо. Магомедбак, поздравляю успешным выступлением на открытом чемпионате Дагестана по боевому самбо. По тяжелому весу. Трудно было драться? Да, очень. Бои были тяжелые. Ну, финальный бой вообще получился очень сложным. И первые 3-4 минуты я, можно сказать, проигрывал бой. Но потом в конце собрался и вырвал победу болевым. А выступаете за какую команду? За команду МВД. Вот. А тренер имени Али Магомедов Расул и Булатов Хаджи.
Заняла. Все-таки вот этот открытый чемпионат по боевому самому Дагестана. Я знаю, что это организаторы ваши все. А вы что можете сказать вчерашний и сегодняшний по турнире? Чемпионат Дагестана, открытый чемпионат Дагестана, второй открытый чемпионат Дагестана на призе Герой России Магомед Тагирова Адылгерея Магомедовича. Вот есть представители Казахстана, Таджикистана, Ставропольского края. Более 130 спортсменов собрались на этом турнире. Есть мастера спорта, есть чемпионы мира по разным версиям, есть кубки, обладатели Кубка России неоднократные, есть обладатели Кубка Суперкубка мира. Очень хорошие титулованные спортсмены. И еще два человека, наши Алиев Султан и Гасан Ханов, Руслан, поехали на подготовку к чемпионату мира, который будет проводиться 21-23 ноября в город Токио, город Япония. А так вчера прошли 5 весовых категорий, двух весовых категорий 52-62. Выиграли спортсмены, вот как раз вот заслуженный мастер Гасан Хан Руслан, его ученики выиграли, а в трех весовых категориях 74, 90 и свыше 100 выиграли спортсмены Булатова Гаджимурата. Занула, вот многие интересуются и меня спрашивают, разница между спортивным самбо и боевой самбо какой? Разница между спортивным самбо и боевым самбо, боевой самбо различается болевые приемы со стойки и в партии, а в самбо со стойки не различается. А есть еще удушающий прием здесь. По боевому самбо различается делать удушающие приемы также и в партии, и в стойке. Есть удары головой, удары в пах различаются здесь. Здесь все фактически, кроме затылочной части до копчика, здесь разрешены все вероятности, все удары. Единственное, еще со стойки бить нельзя, как лежачего спортсмена. Еще один вопрос. Вот победители куда поедут? Победители этих соревнований будут поехать на Северокавказский федеральный округ. Оттуда отбор на чемпионат России, далее чемпионат мира и Европы. Удачи вам! Спасибо большое, вам тоже удачи. Дай Аллах, чтобы у вас семья радовала вас. Спасибо. Салим, мне все-таки очень приятно бывает вас видеть в таких турнирах, соревнованиях, Алиевском и везде. Как вы успеваете? Скажите, пожалуйста. Успевать, конечно, мы обязаны чтить память наших старших героев и достойных представителей нашего района, республики. Сегодня чествование нашего знаменитого героя России Адылгерея Магомеда Тагирова. И вот такие праздники, они, конечно, радуют. Она объединяет спорт всегда единство. Она развивает спорт, объединяет народ, молодежь. И единственное, такие мероприятия мы должны, конечно, поддерживать и быть всегда рядом с молодым поколением, чтобы их направить и поддержать во всех отношениях. Сегодня я от души поздравляю всех участников мероприятия в честь нашего героя Адылгерея Магомеда Тагирова. Желаю спортсменам успехов, спортивных побед и организаторам благодарность от всех гунипцев. Еще один маленький политический вопрос. Недавно вот ГТРК показывали там в Ахтах вас, чтобы это побратимость Ахты и Селенечок. Как вам это удалось? Ну, это тоже вопрос касается об единстве. Наш президент республики Рамазан Гаджимурадович дал направление на развитие и возрождение республики. Но в этом и есть единство. А единство без побратимости, она невозможна. Поэтому мы решили по тем советам, по тем направлениям, которые дал президент республики, найти таких сел, как
едины и мыслями, и генетически, и культурным центром. Единственное, Ахты является культурным центром, всегда было культурным центром Южного Дагестана. Ачох, она всегда признана культурным центром Горного Дагестана. Поэтому мы решили объединиться и быть побратимами, и на этом фоне показать пример самой республики. Без единства, без побратимости, единства и возрождения Дагестана не может быть. Поэтому не разделяя ни нации, ни людей, мы решили быть побратимами, как говорится, с национальными лезгинами и аварцами. То есть и дальше мы будем еще дальше и с другими нациями развивать, и такими же темпами идти, и поднимать единство, и развивать, и возрождать Дагестан. Удачи вам! Спасибо большое. Казым Магомед, вы легенда дзюдо и самбо по ветеранам. Наверное, в мире нету 20-кратного чемпиона. Скажите, пожалуйста, по поводу сегодняшнего Это уже второй турнир, мы проводим в памяти нашего знаменитого героя России Адилгирея. Проходит на высоком уровне. Вы, наверное, вчера очень интересный бои был, в тяжелом весе, 90 килограмм, где машина Адилгирея, там очень интересно было. И сегодня тоже, я думаю, будет интересный бой. 82, 100, 57, 68. Со временем она станет международным турниром. Каждый год она лучше становится. Вы сейчас сам где тренируетесь, куда готовы? Я готов, ездил, сейчас в Грецию, выиграл 20-й раз в мире. Тренируюсь в Атакельской команде, вы знаете, там школа у нас, самбо, туда. В следующем году у нас будет Израиль, и мир будет самбо Израиля, а по дзюдо будет Турция. Удачи вам! Курамагомед, как барсовольнику такой вопрос, как проходит открытый чемпионат по боевым самбо в памяти нашего героя России, генерал-лейтенанта Адилгирея Магомедовича? На самом деле, вот уже второй день проходит в нашем зале